октябре 2019 года глава Башкортостана Ради Хабиров подписал указ о создании в регионе хосписа. Необходимость в нем возникла давно. В республике много взрослых и детей неизлечимо больны. Хоспис позволит помочь в быту людям с паллиативными заболеваниями. Весной 2020 года Уфимский хоспис начали строить на пожертвования благотворителей, бизнесменов и неравнодушных жителей. Многие компании поддержали проект своей продукцией и услугами. Лечение и содержание в хосписе будут бесплатными. К августу 2021 года в Уфимском хосписе подняли стены 3 корпусов. Глава Башкортостана Ради Хабиров на строительной площадке Уфимского хосписа. Это уже облицовка вот эта, да? Вот это сейчас пойдем посмотрим. Уже это, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Ради. Здравствуйте. Как дела? Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем. Ну что у нас? Ради Фаридович, работаем. Значит, ежедневно работаем. Все уже под крышей, мы упакованы. Все упакованы, кровля полностью 100% сделана, инженерные сети на 99% сделаны, осталось, вот там вот экскаватор сейчас работает, водопровод, и соединить кусочек теплотрассы. Значит, вышли уже на благоустройство, техника вот работает в течение сентября месяца, там начало октября уже благоустройство уже закончим. Значит, внутренние работы идут полным ходом. Значит, первые этапы сантехники, электрики, разводка вентиляции, все выполнено, все 100%. Штукатурка вся сделана 100%. Полы почти 90% все залиты. Там теплые полы, все сделано. Окна все стоят. Значит, единственное, вот по укупорке осталось витражи. Витражи вот здесь, вот, да? Да, вот видите, вот это все. Вот это же наша фасадная часть. Да, это главный вход. Значит, мягкий фасад, все сделано, все покрашено. Значит, приступили к фасаду уже вентилируемый фасад. Вот он такой будет, да? Он разный будет. Местами такой, местами вот на Нестеровском есть вот кирпичиками. Да. Вот в виде вот таких кирпичиков, в других местах кирпичиков. Очень, да, очень. Это плита или что это? Керамогранит. Это керамогранит. Красиво, да. Теплый и достойный фасад. Таких фасадов в городе Уфе очень мало. Да. А вот это то, что подкрашено, это уже под покраску? Это уже все. Да, это. Вот развертка. То есть вот именно вот этот вот витраж, и с той стороны вот это вот как раз стена. Вот да, детский блок, он цветной у нас с цветами. Блок, вот это, да, да, получается? Да. Взрослый блок в таких природных цветах. Коричневый, бежевый. Быстро довольно все равно. А это вот у нас вот как карниз тоже, что ли, да, или что это? Вот. Это зона для прогулок, а там у нас эксплуатируемая кровля, она с двух сторон. То есть там можно будет гулять. Там тоже, да? Ну, как это, кафешка. А вот забор говорили, забор он будет... Вот у нас проектный вариант. Давайте посмотрим, потому что, мне кажется, не надо там закрытый забор слишком делать. Свет должен идти. Ну, ужасный вот этот забор. Нет. Нужно с той стороны, наверное, смотреть. Он. Да, он с этой стороны так, а с той стороны. Вот двойной получается. С той стороны профнастил, с этой стороны вот этот, как они называются, евроштакетник. Образец взяли с маяка. Вот такой раздел в середине который. В середине. Более-менее по-человечески будет, по-теплому будет смотреться. Да, просто. Вариант сделаем еще. Вариант. Да, потому что это важно, вот чтобы... такой вариант, да. И просвет просматривается. И 1-2 пролета поставим, посмотрим. Посмотрите, хорошо? Да, это.
Это вот входная группа, это вот как бы основная входная группа. Приемные покои, они разные, и для детского, и для взрослого, чтобы не пересекались их. Разводки все сделаны. А кто делает? Сами или фагорсет, нет? Нет, это БГС, Марат Федаевич, это все Марат Федаевич. Это вся нагрузка легла на него, и Вот пищеблок здесь прямо. А вот это вот, пищеблок. а вот здесь вот, или там, я забыл, вот мечеть. Да, там, да? да. Помещение. Да, А это вот пищеблок? нет, это актовый зал. А, это и актовый зал? Да, конференц-зал. Зал, Ну, да, который у нас мы будет. по-советски актовый зал, а так конференц-зал. Да, делиться на 3 зоны. Мы сможем одновременно 3 мероприятия проводить здесь, ну, скажем, для студентов, для медиков. А здесь студенты-медики будут какой-то... Мы хотим, ну, для чего мы строим такое административное большое здание, есть идея вообще сделать здесь как центр паллиативной помощи для того, чтобы ординатуру, практику именно Здесь паллиативщики с медом, проходили да? здесь. Ну, конечно. То есть все вот эти мероприятия обучающие также мы будем проводить здесь. Все специалисты по паллиативной помощи со всей России мы сюда же будем тоже приглашать. Дальше палата, посмотрим. А это вот палаты, да? Нет, это не Нет, палата. это помещение административное. Палаты чуть-чуть дальше. Кабинеты ординаторские, ЛФК, массаж, психолог. Огромное получилось. Да, вот здесь у нас будут молельная комната, здесь будут крестьяне находиться. Это тоже там зимние сады, комнаты психологической разгрузки, ну, различные вот административные именно помещения. А вот взрослые, да? Отсюда вход с детьми, прием. Вот палата начинается. Это зимние. В каждой палате Взрослый блок? Да, теплые, Можно зайти вот посвободнее. Вот сюда, да? теплые полы. Ага. Они уже здесь. Свой выход у них, да? Да, теплые полы выполнены. Здесь витражи выход. А палата на одного человека, да? А во взрослом блоке 1, 2, 3 и 4-местные. Ага. А в В детском? детском все одноместные. Все, да? 20 Так, комнат. С родителями? Да, чтобы, конечно. Нет, для мамы только. И вот здесь они выходят, здесь Да, у нас... здесь мягкое мягкое покрытие, чтобы не трясло, ничего. А здесь ну, асфальтовое покрытие, здесь озеленение. С каждой палаты вот такой вот выход. Свой выход. Свой выход. Это требование такое. Это, Не требование, ну, даже хоспис, да, так, наверное, и правильно, да? Ну, туалет, душ, Санузел. Да. Бассейн мы прошли, да? Да, мы бассейн. А бассейн как? Бассейн здесь принимают этот душ, ванну принимают специальное На помещение, да. где их поднимают. Ну, там, С да, подъемниками, да. специально оборудованное, конечно. Да. Специальный бассейн также. Здесь в основном для посетителей. Да, и для тех, кто пришел. может своими Да. ногами встать и сходить. А бассейн у нас- Это все вот до конца, это палаты получается, Да, это полностью палатный корпус. Это тоже одноместный, дальше двухместный, до трехместный, и последний они 4-местные. А вот этот витраж там будет, да? Да. А, витраж. светлый, чтобы был, да? Да, вот даже мы стоим, да, здорово. Там витраж. А в детской тоже самое одноэтажное. Сколько, 12 тысяч? 12 750. Ну, 13 почти, да? Почти, Да. почти 13. 12,5-13. А начинали, по-моему, я думал, что это 300 квадратов. Маленько. Я думал, маленькую сделать. Не понимали, да? Ну, может быть, и хорошо, что не понимали, иначе бы я бы не решился строить это. Мы же волонтеры, по сути. А проект благоустройства есть там какой-то чертежи? Есть, да, сейчас. Олег Ильфович, дай благоустройство, этот проект. Тут тепло будет, да? Да, своя котельная. Ага. Если холодно, Поддал немножко, да? поддал, Да. этот, поэтому А система кондиционирования как будет? система кондиционирования есть. Она единая или в каждой комнате будет? Единые. Единая? Чиллер же есть у нас здесь, да? Чиллер есть здесь у нас? Есть То есть чиллер, система да. кондиционирования будет Общая, единая, да? Да. Марат Федорович, вы прошлись по корпусам. Как оцениваете работу?
Ну, вы знаете, в условиях, когда мы... Это же не бюджетное финансирование, когда мы с мира по нитке собираем. Вот, пожалуйста, 13 тысяч квадратных метров построили. Вот. Сейчас определенная озабоченность есть дофинансировать, но все вопросы мы решим, разумеется. А это вот так срезаете, да? Вот так. Это дороги. Ага. Здесь вот зеленая часть. Мгм. Это гараж же, да, вот этот? Хозблок, гараж, котельный ниже. Котельная. Гараж сырный полностью здесь. А это что здесь? Просто площадка, Да, там да, посидеть, да? Да. Прогулочка. Да, здорово. Вот с такими элементами здесь. Здесь детская, что ли, да? Да, детская площадка. А они могут там на Да, у нас адаптивные, наверное? специальные, Есть адаптивные для них? Да, у нас специальные, куда можно заехать на коляске. Да. Комплексы специальные у нас, да. Вот такие ограждения красивые, даже мелом. Можно будет подъехать на коляске, порисовать мелом, покормить птичек. Вот это вот детский блок, да? Да. Мгм. А вот скажите, вы начали персонал готовить, да? Мы объявили о том, что мы принимаем резюме, то есть мы собираем сейчас, мы провели несколько мероприятий обучающих для медиков паллиативной помощи. Вот, набирать прям пока сейчас мы, к сожалению, не можем, потому что... Не, ну я имею в виду готовить. Да, мы собираем, мы всех оповестили о том, что в скором времени мы уже будем... А с медом договорились уже, что вот здесь Да, вот у нас ординатура будет? Потому что это тоже С важно. Максимом Васильевичем мы тоже это обсуждали, говорили, да, о том, что, а зачем тогда нам такой конференц-зал? Он исключительно для того, чтобы он же даже не сколько для пациентов нужен, сколько он нужен для медиков, для наших. Вот, это первый хоспис в республике, именно поэтому нам очень важно, чтобы приезжали специалисты из федеральных центров к нам и показали нам, рассказали, как правильно все должно выглядеть. То есть сейчас самое главное – это финансирование. Самое главное помощь. Да, нам нельзя останавливаться. Я понимаю, на я поэтому зиму, и да. просил не снимать людей. Я, честно говоря, думал где-то в начале лета, что мы станем. Молодцы, что лето не упустили. Так-то тут вот, если финансирование, к концу года может закончить, да? Полгода нам надо. Полгода, да? Ну, или там, да. Полгода. Мы на каком названии-то остановились? Мы, на самом деле, у нас пока он как есть уфимский хоспис, так и есть, да. Я не знаю, может быть, в процессе что-то родится, но нас именно уже и люди воспринимают просто как уфимский хоспис. Поэтому нам нужно подумать, нужно ли нам название сейчас. Ну, то есть вопрос денег, да? Вопрос, Вопрос Ради Фаридович, денег. только вопрос денег. Там я просил еще, у нас при входе я просил такие таблички сделать всех организаций и физических. Будет это сделано, да? Это сделать прямо, надо гравировка на граните, чтобы вот, или там на медной табличке это предусмотрели, да? Я вот всем вот говорю, руководителям, вот все организации, это то, что мы можем сделать. То, что можем сделать. Кроме спасибо, конечно. Всем спасибо тогда. Всем спасибо огромное. Спасибо. Добьем. Я сейчас по финансированию порешаю. Вам надо обязательно, чтобы, когда мы закончим, чтобы у вас все было готово. Обученные учителя, если надо, там, их надо отправить там, на стажировку какую-то, там, переговорить, где это можно сделать. Но мы сейчас как раз с Максимом Васильевичем разговаривали о том, что нам же передается госзадание на 60 койко-мест. И там, где будет закрываться, скорее всего, мы часть персонала именно оттуда тоже заберем. Оттуда, да, заберете. Да. А куда? Мы же не можем их уволить. Да. Тут самое важное сейчас для меня, чтобы они сохранили все свои льготы при работе у нас, как медики. Вот этот вопрос мы сейчас продумываем, как это правильно сделать. Интересный объект получился. И архитектурно очень симпатичный. Ну и функционально, наверное, Очень, удобно будет, да? да. Потому что у каждого свой выход, вот это все вещи. И лужайки вот эти вот. Но он и будет как центр паллиативной помощи. У нас, то есть он рассчитан, у него огромное административное здание. То есть помимо этого еще как методический центр, учебный центр, да. Ну да, вот это получилось. Оргметод отдел, статистику. В идеале, конечно, все это должно быть здесь. И есть мечта, что именно выездные службы паллиативные тоже будут базироваться именно здесь, которые по ИУФе и по республике. Потому что все-таки, если они будут находиться все здесь, то мы сможем
опыт передавать, всем транслировать его на всю республику, и тогда качество оказываемой помощи в целом в республике возрастет. Ладно, спасибо. Спасибо. Раиф Рамзанович, пока общается глава, вопрос меня мучает. А вот как люди, Сергей Николаевич к нам присоединился, Греков, мэр города Уфы. Скажите, пожалуйста, как вот люди откликались? Что это был? Призыв какой-то или они сами? Вы поймите правильно, да? Вот мы как-то вот с кем-то, вот с кем бы ни беседовали по этому объекту, да, каждый вот принял очень правильно, наверное, да, вот и откликались, и нормально. Вот я говорю, огромное спасибо вот на сегодняшний день тем организациям, тем предприятиям, тем людям, которые здесь работают. Вот сегодня мы, не секрет, мы должны. Сегодня и есть... Должны тем людям, кто вкладывает сюда силы и средства, должны деньги. Да, должны. Они не останавливаются, работают сегодня. Да, сегодня уже больше 300 миллионов мы здесь должны. И сегодня, смотрите, да, здание практически стоит, на 60% готово. И мы готовы в течение полугода его достроить, и они сдадут. Кроме того, тут есть те деньги, которые мы рассчитаемся, а есть еще люди, которые безвозмездно, вот, которые вложились. Да, это я очень большое спасибо хочу сказать Ростройинвестициям, которые бесплатно нам техподключение по воде, по газу, по воде, по канализации. Это примерно, там, по моим подсчетам, это 30-40 миллионов рублей. Они сделали, выполнили, это безвозмездно. Да? То же самое я очень хочу поблагодарить «Газпром» газораспределение города Уфа, который сегодня газом будет заниматься, и они тоже подведут газ и сделают. И «Башкирэнерго», который уже 15 сентября у нас построит ТП, по высокой стороне подадут напряжение. Они тоже это все делают бесплатно. Ну, я думаю, что это это очень великое хорошо. дело. Это очень хорошо. То есть таких вот, всем спасибо огромное, и пусть они будут счастливы, здоровы, и все у них будет хорошо, ладно? И особенно большое спасибо, еще раз хочу сказать, инвестиционно-строительному комитету города Уфы, Башгражданстрою, это опять-таки это городское подразделение. Сегодня зашел на работу Башкиравтодор, тоже безвозмездно, это примерно 20 миллионов. На сумму 20 миллионов они будут делать здесь благоустройство. Тоже очень хорошее. И рядом буквально уже отработал Горсвет. Сегодня уже Уфагорсвет, муниципальное предприятие Уфагорсвет заходит, уже скоро зайдет Горзеленхоз, тоже будут работать. Ну и все остальные, там, электрики, сантехники, вентиляционщики, кладочники, фундаменты, которые ребята делали, все работают. Всем спасибо большое. Пусть не останавливаются. Спасибо вам. Еще вопрос есть, Сергей Николаевич. Сергей Николаевич, скажите, а как вообще вот в Уфе относятся к такому проекту? Ну, конечно же, это очень нужный и востребованный проект для нашего города. Уфа ждет этот проект. Многие жители ждут этот проект. И вот сегодня Раиф Рамазанович сказал, что этот проект строится всем миром. То есть принимают участие как организация, так и физические лица. Город сегодня в лице ИСКа, в лице Уфагорсвета, в лице Горзеленхоза работает на этих проектах и будет работать Уфагорсвет и Зеленхоз будет работать бесплатно. Вот. Аркстройинвестиции. Это большое дело сделали, это на самом деле великое дело. И как строятся храмы, да, всем миром, так и строится этот объект всем миром. И когда, опять-таки, многие ведь до конца не понимают, что это. Вот на самом деле, когда разговариваешь с людьми, многие не понимают. И когда начинаешь говорить, а что это и для чего это? Последний приют, можно сказать, для неизлечимо больных. А многие не знают. Потому что у нас такой не было культуры, у нас не было такой практики, у нас не было этого. И когда люди об этом узнают, они совсем по-другому на это смотрят. Достроим? Конечно. Вот реально мы нам здесь очень плотно поработать надо полгода. Внутри практически все сделано. Там инженерные сети проброшены, все сделано. Да, черновая отделка уже практически готова. У нас осталась большая работа по укупорке здания сегодня, да, подготовить под тепло, подать тепло и за чистовой отделкой зашти. Ну, естественно, потом оборудование, все остальное, медицинское оборудование, специальное оборудование, которое есть необходимое, да, здесь, которое будет, естественно, очень большое. Ну, и начиная пищеблок, качая всем, да. Очень большой объем работы. Полгода мы выйдем. Строители выйдут. Как говорится, точку невозврата мы уже прошли, да, обратного хода нет, только вперед. Будем работать. Спасибо строителям. Вот реально. Спасибо строителям. Однозначно. Да. Спасибо вам. Спасибо.
Рафич, позвольте еще, вот знаете, я смотрела на совещание, на лица людей, они стоят в стороне, не мешают, лица суровые, спокойные, уверенные в себе. И это вот настоящие люди, которые Да, откликнулись это люди, вот на они беду. здесь руководители, и инженера, и технический персонал, которые принимают участие в строительстве. Всем им говорим спасибо сейчас, в будущем скажем Добровольно спасибо. совершенно. Ну, конечно, добровольно. Где-то принудительно, но не про этих я говорю. Вот, вот так вот, всем миром строим его. Большой сейчас финансовый разрыв, конечно, это мои заботы. И я же знал, на что шел, когда принимал такое решение, что я этот хоспис построю без бюджетного финансирования. Ну что, немножко, конечно, мы начинали предполагать, что он будет меньше, как минимум в 2 раза, если не в 3. Но он получился большой, потому что мы тоже решили по ходу проектирования, что раз уж лучше 1 раз сделать, это же республиканский хоспис, мы со всей республики будем сюда тяжело больных людей собирать. Поэтому так, я думаю, что на какое-то время он нам даст передышку. А потом в будущие годы посмотрим, если будет потребность. Мы же всегда здесь строим, потом где-то там уже в другом городе. Так, наверное, сделаем. Ну вот мы несколько раз уже были с вами здесь, это была ваша идея построить этот хоспис. И снова спрашиваю, вот от идеи до реализации, почему? Ну, во-первых, и есть потребность. У нас, к сожалению, жизнь такова, что люди болеют. Как я говорю, высшая несправедливость, когда болеют дети. А самая высшая несправедливость – это когда дети болеют неизлечимо. И срок их жизни из-за болезни, к сожалению, не такой, как у здоровых наших таких развощеких детей. Поэтому вот но это же должно быть сделано так, чтобы период их жизни, период их каких-то тяжелых периодов, обострения болезни, да и просто, чтобы мамочки, ведь мамочки с больным ребенком, они постоянно должны быть с ними. Им даже невозможно там сделать ремонт в комнате какой-то маломальский, или там какие-то свои вопросы, или там бытовые решить. Поэтому вот сюда на передержку, на какое-то лечение. И хотелось, чтобы они попадали здесь в некий такой райский, что ли, уголок. Именно поэтому вот такая архитектура, именно поэтому высококачественные материалы, снаружи даже, именно поэтому благоустройство хорошее, именно поэтому внутри все будет по высшему уровню. Мы делаем как уровень, один из самых высоких облицовки, чтобы людям было в период их тяжелой болезни, было здесь хотя бы немножко хорошо. Вот как на душе вам? Тяжело или легче? Здесь, когда ходишь, особо не улыбаешься, пока стройка идет. Потом, я думаю, когда сюда приедут больные, но тем не менее, на душе, мне кажется, у каждого, особенно вот у людей, которые здесь делают, должно быть хорошо, они доброе дело делают. Где-то на небесах, наверное, это воздастся. Вот на небесах. Вот все.